прямом эфире новости Татарстана. Добрый вечер. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Безопасность на зимних водоемах. Акцентируем наших спасателей на проведении профилактических мероприятий с рыбаками, доведение правил безопасности на воде. Как Казань готовится к периоду ледостава, расскажет Ленар Гинатуллин. Кусаются и нападают. Я сама в прошлый раз тоже иду, и на меня прям собаки кинулись, 6 штук. Как в Казани контролируют численность собак, узнавала Юлия Муратова. Инновации для тушения. Минимизировать косвенный ущерб от пожаров. Куда системы пожаротушения будут двигаться дальше и как мировые достижения начнут производить в Татарстане, узнал Рамиль Шайдуллин. 3D-портные, преподаватели по мехатронике и новые профессии для пенсионеров. Татарстан – это очень высокий, сильный показатель по качеству образования. С открытия первого в республике Центра опережающей профподготовки. Салават Мухаммадулян. Новая дорога – одна из важных для Татарстана транспортных новостей. Грядущая стройка магистрали Москва-Казань обсуждалась в Москве. Сегодня здесь открылась транспортная неделя. Регионы и федеральные структуры обсуждают совместные проекты. О том, что Татарстан готов строить новые пассажирские суда и других планах республики, собравшимся рассказал Рустам Минниханов. С чем еще республика приехала на форум в Москву, в репортаже Дины Газалиевой. Транспортная неделя прочно вписалась в график деловых российских мероприятий. В этом году на выставке представлены и международные профильные компании. Но для Татарстана это, естественно, самое важное обсуждение свежей новости о строительстве платной дороги Москва-Казань. Накануне Рустам Минниханов уже обсудил эту тему с министром транспорта Евгением Дитрихом. Сегодня обмен мнениями продолжился уже в рамках деловой программы транспортного форума. Строительство скоростной автомобильной дороги Москва-Нижний Новгород-Казань в ближайших планах. Ее протяженность составит 729 километров, из них по Татарстану 142. 4 полосы с расчетной скоростью движения 120 километров в час. Свяжут между собой инновационные кластеры, которые есть в этих регионах. Это дорога, которая в последующем через Самарскую область, Оренбургскую область даст нам выход на Республику Казахстан. Платная магистраль соединит в Татарстане 3 федеральные трассы и обеспечит транзитное движение в обход Казани. Связанными между собой окажутся Иннополис и предприятия Камского производственного кластера. К тому же разгрузит имеющуюся трассу М7. Мы в рамках стратегического плана Европа-Китай уже имеем земляные работы, значит, имеем трассу между М7 и М5. Вы знаете, что Республика Татарстан очень активно работает как с Казахстаном, так и с Китайской Народной Республикой. Поэтому для нас трасса Китай-Казахстан-Европа, она стратегическая. И сегодня же Рустам Минниханов рассказал коллегам о разработках Зеленодольского судостроительного завода. Татарстанцы готовы приступить к производству новых пассажирских ракет и метеоров. Нужна федеральная поддержка. У нас, наверное, вот здесь руководители субъектов скажут, что основная часть, летний сезон, в Сибири у нас надо людей перевозить. Все корабли, которые сегодня эксплуатируются, они в очень таком плачевном состоянии. Поэтому мы хотели бы вот этот проект запустить. Реплика из зала дает веру, что проект состоится. Татарстан готов на все. Кстати, что касается большой воды, платная автотрасса еще включит в себя новый мост через реку Волга. Также сегодня на выставке в Москве РЖД представил макет новых плацкартных вагонов, светлых и комфортных. Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Усилить реализацию нацпроектов должен помочь онлайн-банк общественных инициатив. Сформировать его сегодня предложила заместитель председателя Госсовета Татьяна Ларионова. В Казани стратегическую сессию по внедрению системы мониторинга нацпроектов провел Дмитрий Зайцев, аудитор Счетной палаты России. Ее участниками стали представители 16 регионов. Отметим, в ближайшие 3 года в Татарстане на реализацию нацпроектов направят 53 миллиарда рублей, 35 из них из федерального бюджета. Предлагаем сформировать онлайн-банк общественных инициатив национальных проектов, где будут собраны предложения и уникальные мероприятия от общественников республики с целью усиления открытости реализации нацпроектов.
Счетная палата меняет стратегию. Расходы бюджетных средств будут проверяться не только на проценты, но и на качество. Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». В 2020 году семьям, где 5 и более детей, помогут довести ежемесячный доход до прожиточного минимума. В стране с 2018 года работает нацпроект «Демография». Только на пособие семьям с детьми из бюджета республики выделяется более 7 миллиардов рублей. Принятыми мерами поддержки государство не ограничится. Что еще ждать от года грядущего, расскажет Алия Харудинова. Летом Кабировы стали настоящей семьей. На свет появилась малышка Лисан. Среднедушевой доход членов семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума. Поэтому после рождения малышки назначили ежемесячное пособие. Те самые путинские, без малого 9 тысяч рублей. К ним добавилась и единовременная республиканская выплата. Ведь живут на селе, и маме еще нет 25. Купили кирпичи на эти деньги. Вот уже на днях должны завести. И вот на следующий год, дай бог, построимся. Распаковывать игрушки и играть в них только вместе. В семье Гариповых так принято. У Айсулу и Раиля 5 месяцев назад родился третий малыш. Единовременную республиканскую выплату в 100 тысяч рублей потратили на давнюю мечту. Мы уже давно хотели съездить отдохнуть со всей семьей. Вот, съездили. С начала этого года единовременную выплату за первенца в Татарстане получили 1774 семьи, за третьего – 347. В 2020 году государство готовит новые меры поддержки. Освобождается от платы за детский сад семьи с 3 и более детьми, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Семьям, воспитывающим 5 и более детей, мы вводим новое пособие и дотягиваем доходы этих семей до прожиточного минимума. Еще одно нововведение для семей с доходом ниже прожиточного минимума. С января 2020 года вводится электронный сертификат на сумму в 10 тысяч рублей. Потратить их смогут родители на лечение детей до 3 лет. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Высокогорский район. Ни в магазин спокойно сходить, ни с ребенком погулять. 6 тысяч татарстанцев пострадали от нападения собак только за полгода. И цифры к концу года однозначно вырастут, не скрывают специалисты. Последние случаи в Казани на восстание. Жители говорят, стаи бродячих животных не жалеют ни детей, ни взрослых. Кто в ответе за безопасность, разбиралась Юлия Муратова. Шел, и вот там вот были собаки. История Тимура Шарафуддинова в этом районе никого не удивит. Он один из 12 казанцев, которых на восстании укусили собаки. И один из 6 тысяч татарстанцев, который пошел в больницу. Оттуда одна собака прибежала и вот укусила меня вот сюда вот в ногу. Делали укол в течение 3 месяцев от бешенства. Эту стаю местные жители узнают издалека и пытаются обойти стороной. Только от проблемы не убежишь. Я сама в прошлый раз тоже иду, и на меня прям собаки кинулись, 6 штук. Я прям к машине стала, думаю, сейчас на капот прыгну. Женщина тут с ребенком шла тоже, на нее кинулись. Очень страшно выходить с детьми, очень страшно даже вот перейти по этой дороге. Обращались в администрацию района, писали в народный контроль и в открытую Казань. Поймана одна собака, и все, и на этом заявка закрыта. Стая бродячих собак мучила и жителей Огрызской улицы. Бездомные животные собирались вот в этом недострое. Сейчас, объехав все окрестности, мы обнаружили только одну собаку. И то на вид она кажется безопасной. Прячутся, они здесь рожают. Вот тут под плитой они лежат, рожают-то. И там, где детская площадка, там они находятся. Около школы укусила ребенок, неделю пролежал-то. И случаев в республике уже на 8% больше, чем в прошлом. По данным Роспотребнадзора, за медпомощью за полгода обратились 6 тысяч татарстанцев. Больше всего бездомных собак в Челнах и Лениногорске. Контролируется ли их количество в Казани, мы спросили в мэрии. Количество животных, подлежащих отлову, заранее не планируется, так как отлов производится по заявкам, а субсидия выдается по факту выполненных работ. Каждая заявка попадает в очередь. По приезду собак ловят, больных усыпляют, а здоровых стерилизуют. В этом году на эти меры выделили 27 миллионов рублей. Но укушенных меньше не становится. По словам экспертов, проблема в законе. Со следующего года в силу вступят изменения. В этом году разработана новая методика. Она внедряется с 2020 года на 1000 человек населения. 2,8 безнадзорных животных. Всех бродячих собак, согласно закону, должны стерилизовать и проводить вакцинацию. Далее здоровых отправлять обратно в природу, а больных определять в приюты. Уже в следующем году в республике построят еще 2 питомника – в Казани и Челнах. Юлия Муратова, Алмаз Единов, ТНВ, Казань.
Челнинка, посадившая 6-летнего сына за руль, оштрафована на 35 тысяч рублей. В отношении Агины Алтынбаевой составили 5 протоколов. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о привлечении женщины к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом сообщили в МВД. Здесь добавили, за 2 года Агина Алтынбаева нарушила ПДД 31 раз. Напомним, в Челнах женщина посадила сына за руль. Он разогнался до 130 км в час. Столбик термометра резко упадет, а на дорогах появится сильный гололед. Такой прогноз на ближайшие дни дает гидромедцентр Татарстана. В республике ожидается похолодание местами до минус 22 градусов. Уже завтра днем 11-16. Минувшей ночью сильный снегопад прошел в Закамье. Осадки затруднили движение автомобилей, заметно ухудшили видимость на дороге. Во избежание переохлаждения и обморожения МЧС рекомендует без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на холоде детей. Водителям по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. И сегодня в МЧС назвали самые опасные участки для зимней рыбалки. Здесь будут дежурить спасатели. В осенний период на водоемах республики уже погибли 13 человек. Данные озвучили в Доме правительства. Подробнее Ленар Гинатуллин. Двое, я не знаю. Один вот свисит и все. Вон он еще один вылез. Это город Житикара, Казахстан, буквально неделю назад. 3 мальчишек играли на неокрепшем льду и провалились. 2 из них не удалось спасти. А это уже спасение провалившегося под лед рыбака в Зеленодольском районе. Несмотря на то, что на реках Татарстана пока льда нет, спасатели уже начеку. Акцентируем наших спасателей на проведении профилактических мероприятий с рыбаками, доведение правил безопасности на воде. А также мы мониторинг ледовой обстановки, замеры толщины льда. За последние 5 лет в республике смертей на воде все меньше. Так, в 2015-2016 годах ушли под лед 73 человека, не спасли только 8. А в прошлом сезоне вытащили из воды 33 рыбака. И сегодня МЧС озвучила по республике 10 самых опасных зон для рыбалки. Город Казань, Зеленодольский, Камский-Устинский район, Лаишево, центр ГИМС, Ташкермень. Далее Алексеевск, Чистополь, Нижнекамск, Челны и Мелькень. По прогнозам синоптиков, основные водоемы республики покроются тонкой коркой льда уже на этой неделе. И это самый опасный период для любителей зимней рыбалки. Стоит отметить, что выходить на лед можно только при толщине более 7 сантиметров. И для контроля над этим и оказания необходимой помощи МЧС республики в самых популярных местах установит 10 спасательных постов. Они круглосуточные и обеспечены всем необходимым. От судна на воздушной подушке до веревки Александрова. Баллон подает. Буквально за несколько секунд трап уже набирает воздух и уже готов к использованию. Еще одна проблема – это выезд на лед автотранспорта там, где нет оборудованных переправ. Помимо возможных печальных последствий, нарушителей ждет штраф в размере от 3 до 4,5 тысяч рублей. Выезд автотранспорта на лед в местах, где нет оборудованных ледовых переправ, запрещен. Также в зимний период 2019-2020 года в Республике Татарстан запланировано свидетельствие до пути эксплуатации 4 ледовые переправы. Львиная доля ответственности и на самих татарстанцах. Простые правила еще никто не отменял. Ленар Гинатуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Вода в системах тушения пожара останется, но газ прибавится. Со следующего года в Алабуге начнут производить современное вещество для тушения огня. Его активно применяют в России, но пока закупают за рубежом. Сегодня это озвучили в Казани на обсуждение будущей системы пожаротушения в стране. Как инновации помогут безопасности, спросил Рами Шайдуллин. Этот тестовый запуск воды проверяет, насколько прочным и гибким может быть распылитель. Ведь от этого зависит, потушит ли он пожар и не выйдет ли из строя. Такие системы стоят по всей республике. От них зависит сохранность жизни людей и ценностей. Безусловно, особые условия, особые требования к системам пожарной безопасности предъявляются в связи с тем, что идет хранение культурных ценностей. Это библиотечные фонды, музейные фонды. Скульптуры, картины и рукописи должны быть особенно защищены от огня, а люди не боятся находиться в зданиях. Поэтому эксперты пожарные и производители оборудования сегодня обсуждают, за какими методами будущее. Одна из самых распространенных систем – это система водяного пожаротушения. Как понятно из названия, она тушит водой, ставится повсеместно, от театров до других крупных объектов. Единственный минус – после тушения много что выходит из строя.
Ломается электроника, а если вода напором попадет на предметы искусства, то они могут быть уничтожены. Поэтому в республике уже применяются и более эффективные решения. К примеру, применение тонко распыленной воды по сравнению с обычными способами тушения снижает интенсивность подачи этой воды на порядок или на 2 порядка. И естественно, что костный ущерб от пролитой воды, нанесенный объекту, будет значительно меньше. Другое решение предлагает мировой производитель систем использования специального газа НАВЭК-1230. Он давно применяется в Казанском аэропорту или на Акбарсбанк-арене, но раньше его закупали за рубежом, теперь производят в Алабуге. Начиная с 2019 года на нашем заводе, в особой экономической зоне Республики Татарстан, заводе компании 3М, мы к существующим производственным мощностям добавили еще одну линию и провели первый этап локализации этого газа в Российской Федерации. Этот же газ будут везти по всей России. И пока по сравнению с водяным или порошковым, газ остается самым инновационным способом тушения пожаров. Шамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Когда огнем можно не только уничтожить, но и создать произведение искусства. Так поступил и житель Лениногорска Нури Дамадаев. Он разработал уникальный станок по резке металла. По образованию агроном, но душой конструктор, всегда мечтал собрать чудо-технику. Теперь он, нажимая на одну кнопку, может нарисовать на железе эксклюзивные узоры. Все сама увидела Фируза Хамидуллина. Для того, чтобы параметры станка выбрались на эту толщину реза, мы здесь в каталоге выбираем 2 мм. И машина автоматически перенастраивается под рисунок. Это уникальный станок плазменной резки с часовым программным управлением. Оригинальный элемент по нашему эскизу он выполнил за 5 минут. Его можно запустить часа 2, 3, 4, в зависимости от толщины металла, количества изделий, он будет сам самостоятельно резать. Автор станка Нури Дамадаев, по образованию агроном, в душе технарь. Собрать машину, которая бы сочетала в себе инженерную мысль и мощь техники, мечтал с детства. Многие говорили, что да, вы не соберете станок. В частных условиях не соберете. Железо собрать можно, но заставить его работать грамотно — это сложно. Свою первую чудо-технику Нури собрал 5 лет назад. Говорит, только на запуск станка ушло полгода. Машину постоянно совершенствовал. И так появилась 5-я модель. Станок заменяет болгарку, газовый резак и другие инструменты. И даже поворотную ось разработал сам. Позволяет вырезать вот такие вот детали. Если стандартным механическим путем ее вырезать на станках, то это займет очень продолжительное время. Такие станки есть лишь на крупных заводах. Нури Дамадаев единственный в республике, кто сумел разработать такое в условиях обычного гаража. Калитки, косынки, пятаки, любые детали, даже с размером в монету. Вот этот рисунок я нашел в интернете, я ее оцифровал и мы ее нарезали в железе. Маленькие, порой эксклюзивные детали, эти красивые рисунки, словно произведение искусства. Станок может все, уверен наш герой. Например, вот эта калитка. Машина эти красивые орнаменты создала за 5 часов. Вручную на такую работу ушло бы больше месяца. В первую очередь, скорее всего, это мое хобби, мой интерес, желание заставить железо двигаться. В планах нашего героя получить патент на свою разработку и дальше совершенствовать станок. Появились заказчики из других регионов. Фируза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорск. Это новости Татарстана и далее в выпуске. 3D-портные, преподаватели по мехатронике и новые профессии для пенсионеров. Татарстан – это очень высокий, сильный показатель по качеству образования. С открытия первого в республике Центра опережающей профподготовки. Салават Мухаммадулян. Пилотные нововведения. Пожилому, в зависимости от имеющихся ограничений, дать необходимый набор услуг. Как по-новому будут работать социальные работники, узнал Дмитрий Аринин. Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью ордена за заслуги перед Республикой Татарстан председателя Конституционного суда Фархата Хуснуддинова. Он удостоен награды за высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу. О новых учебниках истории и подготовки к госэкзаменам. Сегодня в Казани с участием министра просвещения страны Ольги Васильевой открылось совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания. Обсуждают, как лучше готовить педагогов и преподавать по новым стандартам. На форуме представили новые учебники истории. Как отметили, теперь упор будут делать на детальный анализ исторических фактов и большую работу с первоисточниками. В 11 классах на уроках более подробно будут изучать историю 20 века. Использовать 11 класс для более подробного рассказа об исторических событиях второй половины XX века, о современной России
И я считаю, что этот подход позволит нам еще подробнее остановиться на итогах и уроках Второй мировой войны, и чтобы у наших ребят было полное осознание, что происходило в этот момент в мире, и чтобы наши ребята понимали, какова была роль и позиция России в тот или иной период второй половины XX века в мировой политике. В Татарстане уделяется пристальное внимание развитию системы образования. При этом среди наших приоритетных задач последовательное повышение качества и уровня социально-гуманитарных знаний. Именно они играют ключевую роль в формировании современной личности, ощущающей непосредственную связь со своими историческими и этнокультурными традициями, призванной внести свой вклад в успешное развитие родного города, села, региона и страны в целом. Также сегодня Ольга Васильева прокомментировала скандальную инициативу Калужской области о праздновании Дня стояния на реке Угре. Работа, преподавание, работа с детьми – это настолько тонкая и глубокая работа. Поэтому давайте отделять историю и политику. Понимаете? И прогибаться под изменчивый мир не стоит. Надо делать то, которому ты служишь, которому ты веришь. И дети не должны стать заложниками политических разногласий или желания, как сейчас говорят, руководителя. И сегодня Ольга Васильева в Казани открыла первый центр опережающей профессиональной переподготовки. 3D-портные, мехатроники и обучение людей серебряного возраста. Здесь будут учиться все, кто пожелает. Его реализовали по нацпроекту образования. Чем будет полезен новый центр, спросил Салават Мухаммадуллин. Давайте, у вас тут есть классный преподаватель, еще берем вот эти парка, тут практиков, да? Давайте их вместе объединим и откроем курс. Так, в новом центре опережающей профессиональной подготовки. Условия показывают Ольге Васильевой. За партами учителя. Пара дней интенсивов и уже есть первые выводы. Будем больше учить детей решать конфликты, например, с потребителем их услуг. Вот очень многому научились. В соседнем кабинете наставники с предприятий. Это направление для компаний и колледжей, где хотят начать обучение по новым профессиям. Общее обучение для внедрения дуальной системы образования по специальности мехатроника. Как уже известно, мехатроника сегодня входит в топ-50. Это востребованная специальность в нашем регионе. В скором времени этот центр должен запустить собственную цифровую платформу. Выглядит она будет примерно вот так. Вот здесь каждый желающий сможет для себя найти курсы для профпереподготовки. Ну вот для примера, да, чтобы стать дизайнером, нужно выучить основы фотошопа, иллюстратора и так далее. А затем уже можно стать и арт-директором. А если группа людей, допустим, захочет стать 3D-портными, то для этого здесь разработают спецкурс. Научиться сможет и пенсионер. Татарстан, об этом я тоже много раз говорила, и коллеги, это очень высокие, сильные показатели по качеству образования. Очень активные люди с очень активной позицией, с хорошим. Вы знаете, только недавно интервью WorldSkills здесь. То есть это все объективная реальность. Некоторые достижения WorldSkills используются и в новом центре. И он один из первых в стране. Построен в рамках нацпроекта образования. Хочу поблагодарить вас за ту помощь, которую вы оказали и при строительстве, о ремонте этого ЦОПа, его организации, ну и вообще за ту большую работу, которая была проделана в рамках WorldSkills. После открытия Ольга Васильева пообщалась со студентами со всей страны. Министр и будущие учителя поговорили об инклюзивном образовании, переходе с колледжа в вуз и поддержке преподавателей в селах. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Социальные работники Татарстана будут работать по-новому. Сегодня в комитете по тарифам одобрили переход на новую систему ухода на дому. По нацпроекту «Старшее поколение» Татарстан стал одним из пилотных регионов, где меняется режим работы. Теперь оплата соцработникам будет рассчитываться не от числа подопечных, а от времени на помощь им. Что это даст, узнал Дмитрий Аринин. Так соцработник Арского района Милюша Агатаулин оказывала помощь на дому. Обслуживала 10 человек. Это ветераны, инвалиды, семейные пары. Кто-то говорит: не уходи, сиди рядом, поговорим. Со следующего года в Арском, еще в Высокогорском, Зеленодольском, Кукмарском, Нижнекамском, Рыбнослободском и Челнах соцработники будут работать по-другому. Теперь нагрузка и оплата будут исходить не от числа подопечных, а от времени, что нужна на помощь. 36 часов рабочий день где-то, он останется, а никаким образом он не увеличится.
Они ведут свою рабочую. Рабочее время остается прежним, вы его просто более детализированно учитываете. Так должна увеличиться и зарплата соцработников. Они будут больше получать или нет? Больше будут. Бесплатно получать помощь соцработников будут почти все пенсионеры. Доплачивать придется тем, у кого доход свыше 10 тысяч рублей. Конкретная сумма для каждого будет зависеть от набора услуг. Точных расчетов пока нет. По этому вопросу мы тоже думаем, какие услуги были для них более доступны. Может быть, будем предлагать понижающие коэффициенты, может быть, предлагать поднимать это предельный ключевой среднего дохода. Перейти на новый режим работы во всех муниципалитетах Татарстана должны в ближайшие годы. Дмитрий Арин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. В Татарстане сельским депутатам собираются разрешить не отчитываться о доходах. Изменения затронут тех, кто работает не на постоянной основе, то есть не получают зарплату из бюджета. Также чиновники, предоставившие неполные сведения о доходах, не будут увольняться. Как рассказали, делается это из-за того, что зачастую ошибки в декларациях происходят из-за технических моментов. Отметим, в прошлом году в Татарстане 92 служащих местного самоуправления привлечены к дисциплинарной ответственности. Сегодня на встрече присутствовали главы Тетюшского, Бавлинского и Новошишминского районов и рассказали о своем опыте борьбы с коррупцией. В этих муниципальных районах у нас работала республиканская экспертная группа по вопросам противодействия коррупции. И в этих муниципалитетах были выявлены различные коррупционные риски и различные нарушения. Это начиная и с вопросов представления неполных или достоверных сведений, это и неурегулированные конфликты интересов, это и различные риски в сфере, конечно же, наиболее, так сказать, коррупциогенной, емкой сфере, это сфера земельных и имущественных отношений. Мы в 2017 году до проверки была уволена отдел кадров, значит, наш исполком района, по причине того, что при даче декларации не все вопросы были учтены в ряда сотрудников. В гостях у Шаян ТВ. Сегодня детский телеканал посетил Айдар Салимгараев, руководитель республиканского агентства Татмедиа. Гостя встретил генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Ему показали большую яркую студию Шаяна. Молодые звезды рассказали, как устроена работа канала и взяли у гостя первое интервью. В завершении экскурсии Айдар Салимгараев наградил сотрудников Шаян ТВ и поздравил их с первым днем рождения. Год пролетел как будто бы один миг. Я еще помню вот это здание, когда все это только начиналось. И сложно было себе представить, в каком виде будет. И вот как в детскую сказку попадаешь, очень интересно, очень приятно. И мои самые искренние пожелания детям, чтобы вот они вот этот дух, ощущение праздника никогда не теряли. Какие есть права у детей? Об этом они рассуждают и думают сами. Сегодня во Всемирный день ребенка в Казани подвели итоги республиканского конкурса «Ребенок в мире прав». Проводится он уже в 6-й раз. За это время ребята прислали 2500 видеороликов. А детей, которые рассуждают как взрослые, Вероника Гайнудинова. Дети для взрослых через анимацию о своих правах, на мечту, на самореализацию, на выражение своего мнения. А им есть что сказать. Родители, подумайте над тем, чего хочет ваш ребенок. Не заставляйте их делать то, чего хотите вы, потому что вы не можете управлять его судьбой. Кому-то помогают как раз родители. И роли играют, и примеры свои приводят. Гузель Мансурова рассказала историю своей мамы. Она тоже мечтала стать балериной. Не получилось. Сегодня дочь говорит о том, что так нужно детям. Чтобы они верили в своих детей, они любили их и всегда поддерживали, потому что это очень важно для ребенка. Более 300 работ со всех уголков республики, участников тысячи. Для жюри важные проблемы, которые поднимают школьники. Работы становятся все более осмысленными, все более серьезными, интересными и очень глубокими. Одним из важнейших прав, о котором говорят наши дети, является их право на маму и папу, право на семью. Нужно быть сильным и справедливым во всех делах. Арслану Арсланову помог герой Советского Союза Борис Кузнецов. И в ролике сняться, и выбор сделать. У каждого ребенка должно быть право на образование. Очень такая встреча важная. Он все-таки полковник, это высокое звание. Жюри выбрали 10 лучших роликов школьникам, дипломы и премии до 20 тысяч рублей. Вероника Гайнудинова, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Он завоевал сердца миллионов своим исполнением. Сегодня в Казани второй концерт всемирно известного пианиста-виртуоза Дениса Мацуева. На сцене БКЗ он выступает вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана. Там работает наш корреспондент Зарина Ахметова. Она с нами на прямой связи. Зарина, поделись впечатлениями.
Добрый вечер, Даяна. Как всегда, билеты на фестиваль разошлись просто на ура. И это неспроста, когда на сцену выходит Государственный оркестр республики. И Денис Мацуев это превращается во взрывной коктейль классической музыки. Не прогадали они с выбором композиций. Экспрессивный, яркий концерт номер 2 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева и симфония номер 5 Густава Малера. У своих друзей Денис Мацуев уже в 7-й раз в рамках фестиваля. Поэтому сегодня все произведения они исполняют как единый организм. Когда ты играешь с близким другом, это особое ощущение. А если все совпадает, это, понимаете, это дорогого стоит. Вот сейчас мы будем играть «Эверест» среди фортепианных концертов, второй Прокофьева. И я уверен, что этот «Эверест» будет совместным, потому что та поддержка коллектива, моего любимого и дорогого, она всегда именно подводит тебя к этому «Эвересту». У нас в Казани не просто, так сказать, какие-то встречи творческие. У нас творческая лаборатория, потому что мы переиграли всего Листа. Я первый дирижер, который имел счастье сыграть всего Рахманинова с Мацуевым. Мы переиграли всего Чайковского. То есть, знаете, это бесценно абсолютно. Зал полон в этот вечер. Здесь зрители самых разных возрастов. Привлекает всех, конечно же, мастерство и виртуозная игра Дениса Мацуева. Каждой ноте музыкант как будто добавляет какую-то свою эмоцию, так говорят казанцы. Выступление маэстро на сцене столицы республики не смогли пропустить и зрители из других регионов. На этом у меня все. Даяна. Зарина, спасибо. Видно, что концерт великого маэстро прошел, как всегда, на высоте. А на этом у нас все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи в 21:30. Здравствуйте! Холодный атмосферный фронт значительно понизит температурный фон. Подробности через несколько секунд. Давно мечтаете о новом шкаф-купе? Хотите качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2-167-166. Адрес Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, 20 ноября на юго-востоке в Бугульме, Баблы, Азнакаево небо очистится от облаков, выглянет солнце, будет морозно, днем до 14 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также ясно и холодно, минус 13. На севере Татарстана, Менделеевске, Агрызе, Менделинске переменная облачность, осадки не ожидаются. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе солнечная погода, столбики термометров покажут 12 градусов ниже нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном теплее, тут минус 9, будет ясно и без осадков. Солнечная погода и в центральных районах республики, будет холодно, минус 14, одевайтесь теплее. В четверг ясная и морозная погода сохранится. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Боль в спине и суставах «Доктор Ост» лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить и лекарства, и протезы, и даже скальпель хирурга. Болевой синдром обычно исчезает уже после первого сеанса. Не терпите боль. Поспешите в «Доктор Ост». 20 ноября в Казани будет солнечно, дневная температура 9-11 мороза. Ветер северо-восточный, атмосферное давление 776 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 64%. Магнитное поле Земли неустойчивое, берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.